В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Под документом поставили подписи 395 депутатов Госдумы, включая председателя Нижней палаты Вячеслава Володина. Якутия – родина героев. С начала 2024 года уже 2 якутянина удостоились звания Героя России. Объемы производства увеличены на 40%. В кондитерском цехе якутского хлебокомбината производят около 50 тонн продукции в месяц. 1700 человек прошлись в национальных костюмах по центру Якутска. Традиционным шествием якутяне отметили День народного мастера. Стартовала Московская неделя моды. Одно из ярких фэшн-событий. Свою коллекцию привезла и якутянка Дора Николаева. Комитет Совета Федерации поддержал закон, который запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу самих иноагентов в СМИ и интернете. Под документом поставили подписи 395 депутатов Госдумы, включая председателя Нижней палаты Вячеслава Володина. Закон о рекламе дополняется нормами, согласно которым распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, как и реклама таких ресурсов, не допускается. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель. Новые нормы вводят запрет на рекламу ресурсов иноагентов в средствах массовой информации, а также в сообщениях и материалах СМИ в интернете. Указом президента России еще 2 якутян удостоены высшей награды звания Героя Российской Федерации. Майор Николай Соболев из Якутска и майор Игорь Юргин из Нижнего Куранаха за смелость, упорство и отвагу, проявленные на полях специальной военной операции, представлены к Золотой звезде Героя России. С начала специальной военной операции уже 6 якутян получили звание героев. Тему продолжит Александр Хавренко. Николай Соболев с детства грезил карьерой военного. Тем более, когда перед глазами такой пример. Отец – офицер-командир разведроты морской пехоты, мама – офицер медицинской службы. После окончания школы Николай поступил в то же учебное заведение, которое до него окончил отец – общевойсковое командное училище в Благовещенске. Принимал участие во многих боевых операциях. Новости о начале специальной военной операции застала Николая во время очередной заграничной командировки. В свое время закончил он курсы «Выстрел», арабский в совершенстве. Вот когда вся началась эта эпопея, он был как раз в Ливии. И такой: папа, там мои заходят, а я тут сижу. Я говорю: успеешь еще? Успею. Вот успел. Новость о высокой награде Сергей Владимирович узнал от сына. В семье есть договоренность каждое воскресенье выходить на связь. По другим дням связь только в исключительных случаях. Присвоение звания героя как раз такой случай. Знаю, что представление было отправлено достаточно давно. Ждали это 3-го мужества, а тут оказался, что герой. То есть, тоже хорошо. Новость о присвоении звания Героя Николаю Соболеву с радостью и гордостью восприняли и в средней школе номер 3, которую 12 лет назад окончил герой. Целеустремленный был вроде, физкультуру не пропускал, добродушный, человечный, можно сказать. Гордость была, конечно, за школу, что наш человек в очередной раз отличился. Знаете, конечно, было очень почетно узнать, что выпускник нашей школы получил такое высокое звание, потому что наша школа имеет большие традиции. У нас очень много ребят, которые сейчас находятся на СВО. Также звание Героя России удостоился и еще один наш земляк, уроженец Нижнего Куранаха Игорь Юргин. Юргин и Соболев – выпускники одного училища и в зоне специальной военной операции служат в одном подразделении. Новость о звезде Героя Игорь узнал буквально на поле боя. Стало известно то, что указ подписал президент, и я находился на боевой задаче, но и сейчас в данный момент нахожусь. Был очень рад, очень тронут. Это была мечта, до которой практически было невозможно дотянуться. Родители и близкие героев не скрывают гордости, рассказывая о них, и все очень надеются на то, что в честь присвоения высокого звания Игорь Юргин и Николай Соболев получат внеочередные отпуска и смогут приехать в родную республику, где их ждут и ими гордятся. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Джул Иннокентьев, Якутск. В Упордоре в Вилюй сообщили, что с 1 апреля планируется поэтапное снижение грузоподъемности ледовых переправ на федеральных автодорогах Вилюй и Колыма. С 15 апреля зимние дороги будут закрываться. В
В связи с многочисленными просьбами жителей районов Старая Табага и Табага с 5 марта маршрут автобуса номер 101 продлен до остановки улицы Центральная. Об этом сообщает окружная администрация города. Обновленную схему движения вы видите на своих экранах. Голубое топливо в каждый дом. По всей России, в Якутии в частности, реализуется программа по социальной газификации. Согласно ей, любой гражданин может бесплатно провести газ до границ своего участка. Как проводится программа соцгазификации в Якутии, расскажет Вероника Таюрская. Экологически чистое топливо пришло в дом семьи Евдокимовых в августе 2023 года. По словам Елены Евдокимовой, проведение газового отопления существенно сэкономило финансы семьи. Воспользовавшись программой, ее семья заметила, что они стали платить меньше. Процесс проходил поэтапно. Первый этап, получается, нам вывели стояк Сахатранснефтегаз. Ребята очень быстро все это сделали. У нас на сегодняшний день дома очень тепло, уютно, комфортно. И мы конечно, планируем в будущем расширение площади, расширение семьи хотелось бы, да, так как условия позволяют. И таких семей, в дома которых придет газ, будет много. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о новых планах по обеспечению газом городов и районов Республики Саха-Якутия. Для льготной категории граждан страны правительство России дальше будет предоставлять субсидии. Теперь с помощью субсидий от государства они смогут приобрести современное экологичное оборудование, причем отечественного производства. В первую очередь поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. Выделим на эти цели также дополнительно порядка 32 миллиардов рублей. В 2023 году Якутия заняла 10-е место в России по темпам социальной газификации, перевыполнив план на 138%. В этом году планы ставятся такие же высокие. Речь идет о Южной Якутии, о Западной Якутии, когда мы должны 30 населенных пунктов, причем достаточно крупных населенных пунктов, таких как, например, город Алдан, например, Алекминск и другие населенные пункты Ленского, Алданского, Алекминского, Нерюнгринского районов. Тамара Давыдова не нарадуется тому, что она стала участником программы социальной газификации. Сейчас она проживает в теплом доме, при этом экономя финансы при оплате счетов за отопление. В настоящее время жители Ленского района становятся в очередь, чтобы воспользоваться преимуществом данной программы. Я узнала, что существует такая программа соцгазификации, что я могу провести газ до дома, до земельного участка бесплатно. Мы имеем такую возможность. Большое спасибо. Не каждый может подключиться к своему дому, нет таких средств, а сейчас есть такая возможность. В данное время газ пришел в 2100 домов. Также за прошлый год было построено 3550 газопроводов к домам якутян. В соответствии с региональной программой мы построили 110 распределительных сетей и устранили дефицит в 12 районах республики. И так, активно у нас газифицируются районы, как Чороптинский улус, Мегинакангаласский, Горный и Вилюйский улус. Напомним, чтобы подать заявку для участия в программе «Социальная газификация», заявитель должен предоставить паспорт, документы на право собственности на ИЖС и земельный участок, а также ситуационный план. Вероника Таюрская, Иван Сорокаумов, Якутск, пригородный Ленск. В Якутске состоялся форум трудящихся женщин Якутии, посвященный Году семьи и Году детства. В форуме приняли участие более 200 человек со всех районов республики. На мероприятии по инициативе профсоюзов обсудили вопросы реализации семейной и демографической политики, защиты прав работающих женщин в законодательстве республики, также отдельно взяты во внимание вопросы состояния здоровья женщин. По итогам работы дискуссионных площадок принята резолюция форума трудящихся женщин Якутии, которую направят в адрес правительства республики и Госсобрания Илтумен. Важно то, что в вашей республике вот с этой темой работают системно. Здесь вопрос не только в том, чтобы фиксировать какую-то проблему, а в том, чтобы системно с ней пытаться справляться и со стороны государства, и со стороны женских советов, женских комиссий, которые организованы профсоюзами. И вот на уровне Якутии вот эта системная работа, она есть,
И вот, наверное, вот это вот главное, как бы, а то, что, ну как, мы климат-то не изменим здесь, правильно? Вот, а условия, в которых живут и работают люди, изменить можем. Производство хлебобулочных и кондитерских изделий повышают эффективность. ЕХК принял участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Отметим, за последние 2 десятилетия российская промышленность и бизнес сделали огромный шаг вперед. Подробности расскажет Даяна Федорова. Всеми любимые вкусные круассаны, пирожки с начинкой, печенье и не только производят в цехах якутского хлебокомбината. Более 400 человек выпускают порядка 180 наименований продукции. Замес теста, создание формы, фасовка и упаковка. В этом процессе важно не упустить деталей. Саскаяна Протопопова вот уже 8 лет работает в ЕХК. Я люблю свою работу, потому что тут что-то творческое открывается. И то, что вот линия ронда – это что-то связанное с машиной, то есть уже что-то современное, поэтому мне нравится. Получается, включаю расстоечные шкафы, печки. Когда уже что-то делаем, я отношу в расстоечные шкафы, там какое-то время стоит и отвлекаю. Большая часть работы ранее выполнялась вручную. Именно поэтому возникла необходимость в увеличении объемов производства. Это стало одним из ключевых факторов, которые подтолкнули принять участие в нацпроекте. Так, за это время сократилось время изготовления на 31%, а также увеличились объемы производства на 40%. С помощью инструментов бережливого производства мы улучшили процессы производства, сократили время работы, оптимизировали расстановку оборудования, сбалансировали операции по приготовлению тортов, пирожных и печенья. Мы также минимизировали запасы сырья на нашем производстве, улучшили организацию рабочих мест и приобрели недостающее оборудование. Производство не останавливается ни на минуту. В кондитерском цехе выпускают порядка 50 тонн десертов в месяц. За смену 2 тонны, а в праздничные дни 4. За все время работы предприятия сотни тысяч довольных якутян. Я регулярно покупаю хлеба, так как здесь всегда свежая, качественная продукция. Для детей я покупаю суперхлебушек зерновой, такая новинка. Очень хорошо делать тосты, бутерброды. Действующие предприятия получают новую жизнь, оптимизируется производство и совершенствуются используемые технологии. Это оказалось доступным благодаря поддержке отрасли президентом и правительством страны. Меры поддержки промышленности и бизнеса продолжают расширяться. Даяна Федорова, Иван Сорокаумов, Якутск. 8-е традиционное шествие в национальных костюмах прошло в Якутске. Нарядные колонны двинулись с Дома дружбы народов и завершили путь на площади Орджоникидзе. Для проведения шествия на участке улицы Дзержинского приостановили автомобильное движение. Прохожие свободно присоединялись к шествию, приветствовали и сопровождали участников на протяжении всего маршрута. Подробнее об участниках шествия и их нарядах расскажет Марферина Алексеева. День шествия, как, впрочем, и в предыдущие годы, выдался солнечным и безветренным. Температура воздуха составила минус 20 градусов. Организаторы торжества, Национальный центр «Семех», отметили, что в этом году численность участников составила более 1700 человек. Это рекордное количество за 8 лет проведения шествия. Участники колонны не только народные мастера, но и талантливые самородки, которые создают уникальные традиционные вещи. Студенты, участники национально-культурных объединений и коллективов учреждений культуры. На шествие съехались со всех концов республики. Это наш самый большой праздник сейчас, как-то после цеха получается. У нас здесь сегодня много мастеров, как вы сами видите. Очень радостный, конечно, день для таких вот, которые занимаются рукоделием, для мастеров. Очень большой праздник получается. Спасибо, что такой праздник нам сделали. Вам спасибо. Знаете, благодаря вашему таланту, вашему шитью и рукоделию наши традиции никогда не забудут. Представленная одежда поразила искусным исполнением и многообразием национального колорита. Верхняя одежда пошита из шкур волка, оленя, соболя, норки, енота, песца, беличьих лапок и других животных. Все расшито бисером, кожей. Украшения, ножи, аксессуары и другие детали созданы именитыми кузнецами и ювелирами. Так участники шествия продемонстрировали не только национальные костюмы, но и все убранство – унты и торбоза. Шествие народных мастеров уже давно переросло в устоявшийся бренд.
Якутские мастера представляют национальную одежду в разных регионах и странах. Приехали буквально вот вчера только из Казахстана, и там мы показывали инновационные наши разработки, которые вот в такой номинации, как «Культурное наследие и искусство», в категории профи мы заняли первое место. Тот народ, который тебя родил, это уже на тебя возлагает такую миссию, как язык, национальная культура, национальная одежда, традициями, обрядами, образом жизни. Поэтому это очень важно. Шествие завершилось на площади Орджоникидзе, где развернулся концерт на открытом воздухе и массовый осохой круговой танец, сопровождаемый импровизированным пением. Мероприятие приурочено Дню народного мастера республики, Году семьи в Российской Федерации и Году детства в Якутии. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. День народного мастера в республике завершился торжественным вечером и присвоением якутянам почетного звания «Народный мастер», знаков отличников культуры, а также вручением почетных грамот. В Доме дружбы народов имени Кулаковского состоялся праздничный концерт, на котором мастеров народных промыслов поздравили с профессиональным праздником. Я приехала из города Томот, Алданского района. Моей сестре Корниловой Зинаиде Титовне присвоено звание «Народный мастер». Она занимается традиционным шитьем, но кроме этого она занимается вышивкой. Это все передалось от нашей матери Екатерины Петровны Габышевой, которая у нас с малых лет. У нас было в семье 10 детей, и из них 6 девочек. Они все сейчас по материнской линии стали все умельцами и мастерами. Лучшие мастера города Нерюнгри также представили свои изделия. В честь Дня народного мастера в Центре культуры и духовности прошла выставка-ярмарка местных умельцев. Изделия декоративно-прикладного творчества можно не только посмотреть, но и приобрести. Все подробности об участниках и поделках в материале Ирины Ждановой. Такие шумовые инструменты, которые сделаны с копыт оленя, они используются в танцах и для изгонения злых духов тоже идут они. Музыкальные инструменты из рога оленя от венгийских мастеров. Здесь же куклы-хранительницы семейного очага, обереги и украшения. Выставка не только разнообразная, но и многонациональная, где представлены предметы творчества народа саха, бурятской, русской культуры и других народностей, проживающих в Нерюнгринском районе. Мастера все молодцы, они прям, работа у них, вот сейчас можете поснимать, посмотреть, они очень интересные, очень колоритные. И я считаю, что у нас в нашем городе, в нашем районе самые лучшие мастера. Выставка посвящена наступающему женскому празднику. Так народные умельцы подготовили к 8 марта не только особенные, но и уникальные подарки. У нас есть обереги. Вот это якутский оберег, это женский оберег. Здесь вот описание есть, то есть такие в виде автомобильных подвесок, в виде магнитов. Есть также подставки под горячее, магниты, подставки под телефон. Есть бокалы, стекло, вот такие оригинальные светильники. Тоже оригинальный подарок. Организатор выставки – общественная организация «Саха Аймах», которая объединила 55 мастеров из города и поселков. Причем каждый мастер удивляет по-своему. Я создаю интерьерные картины с помощью натуральных камней и эпоксидной смолы, часы и картины со смыслом, как, например, вот эта картина с мантрой бурятской. И также я провожу мастер-классы у себя в мастерской. Мы делаем разные вещи, типа вот таких тарелочек. Есть мастер-класс такой. Или картины тоже рисуем, но небольшого формата. День народного мастера в Якутии был учрежден для сохранения, возрождения и развития традиционного прикладного искусства. Нерюнгринские мастера проводят мастер-классы, обучают и передают свои навыки подрастающему поколению, совершенствуя свое мастерство и поддерживая художественные промыслы своего народа. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Стартовала Московская неделя моды, одно из ярких фэшн-событий в России. Она проводится во второй раз. В этом году проходит сразу на 2 площадках. В Центральном выставочном зале «Манеж» и в 75-м павильоне ВДНХ. Всего на неделе моды участвуют более 120 дизайнеров. Свою новую коллекцию привезла якутянка Дора Николаева. Каким дизайнер видит тренды сезона осень-зима, знает Айсена Бурнашова.
Остались считанные минуты до показа. За кулисами модели ждут своего выхода. С макияжем и прическами, одетые с иголочки. Дизайнер успевает дать им последние наставления. Тем временем в зале манежа собираются гости и гадают, чем же в этот раз их удивит Дора Николаева. У Доры свое видение, то есть, мне кажется, никогда невозможно предугадать ее какие-то вот оттенки. Показ открыл лаконичный черный. На модели жакет с утрированными рукавами. Линия плеч прямо отсылает к традиционному якутскому пальто. И с первого выхода коллекция дает понять, она основана на самобытной культуре. Черный, темно-зеленый, красный и бежевый – такие цвета Дора Николаева видит актуальными в межсезонье. Дизайнер всегда опережает время, видит тренды на несколько шагов вперед. Поэтому свободные образы, комбинации юбок и брюк с прозрачной сеткой, легкие струящиеся платья, оверсайз куртки будут модными этой осенью и следующей зимой. Очень понравилось. Такое музыкальное сопровождение очень интересное было. Стилизация с глазами прям очень необычная и очень яркая, стильная. Очень понравилось. Ну, ради вот этих 15 минут я вот, сами видите, приехала, пролетела в Москву. И сколько вот дней мы, месяц, да, по-моему, коллекцию готовили. Московская неделя моды – это возможность для бренда громко заявить о себе. В этом году организаторам поступило рекордное количество заявок – 1038. Это на 20% больше, чем в предыдущий раз. Московская неделя моды продлится до 8 марта. За эти дни в Манеже и на ВДНХ свои коллекции представят дизайнеры из 72 регионов России, а еще Китая, Бразилии, Индонезии, Турции и других стран. Каждый дизайнер, на самом деле, классно, что это его видение. То есть это, представляете, насколько масштабно может быть красота. И каждый дизайнер эту красоту увидит по-своему. И что все мы красивые. Однозначно. Запишите. Айсана Барнашова, Григорий Николаев, Москва. Олимпийский чемпион Роман Дмитриев остается легендой спортивных достижений. Он с малых лет усиленно занимался спортом, всегда старался достичь цели и свои взгляды писал в блокнотах. Все это спустя почти полвека напечатано в новом издании под названием «Мои тетради». Книгу о детстве величайшего борца редактировала и сама иллюстрировала супруга, вдова Романа Дмитриева Антонина Сафроновна. Сегодня в Национальной библиотеке состоялась презентация книги. В основном эта книга предназначена молодым юношам, при том, как он в далеком Жиганске, те годы советские, 60-е годы, ковал себе характер. И потом очень хорошо, то, что он сам написал, это все сохранилось, и мы запись, эту тетрадь нашли, пройдя 50 лет. У Александра Гавриловича Тылдера он перед смертью передал, и мы вдова это сегодня выпустила книгу. Сама иллюстрировала, написала. К вершинам, к победе, сборка нового скалодрома к предстоящим международным спортивным играм «Дети Азии» началась в спортивном комплексе «Дахсун». Строительство идет по программе Фонда поддержки олимпийцев России. Подробнее о ходе строительства расскажет Тимур Колмогоров. Строители один за одним поднимают и устанавливают металлические фермы. Здесь, в спорткомплексе «Дахсун», вы можете наблюдать конструкцию будущего скалодрома. Его высота будет составлять 16 метров, а шириной он будет до 30 метров. Внушительная по своим размерам конструкция будет использоваться спортсменами в предстоящих международных спортивных играх «Дети Азии». С началом монтажных работ пошли первые шаги в возведении главного скалодрома в республике. Материалы для него, как и рабочие, приехали из Санкт-Петербурга. Сейчас мы приступили к монтажу металлоконструкции. Мы устанавливаем сначала металл, потом связи между фермами. А далее будем устанавливать специальные тяги, на которые впоследствии будем крепить непосредственно панели, скалолазные
поверхности, то есть по которой мы уже потом будем лазать. То есть это называется плоскости скалодрома. Будущий скалодром будет разделен на два отдельных сектора. Зона лазания шириной в 6 метров будет предназначена для скоростного прохождения, а большую часть останется для лазания на трудность – порядка 27 метров. Вместе с этим построят отдельный скалодром, но уже лазание на болдеринг. Серия коротких 5-8 перехватов предельно сложных трасс. Данный скалодром отвечает по всем требованиям, поэтому, например, высота потолка должна была соответствовать не менее 19 метров, а сам скалодром у нас будет 16,5, поэтому мы согласно договору выполнили все требования от Фонда поддержки олимпийцев и подготовили два места с западной стороны и восточной стороны. В грядущих международных спортивных играх скалолазание войдет как демонстрационный вид спорта. От республики готовятся участвовать две сборные команды. Именно они первыми опробуют новый скалодром на практике. Благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву у нас имеются международные игры «Дети Азии». И Федерация скалолазания заявила, чтобы скалолазание вошло в эти игры. Так как игры международные, то требования всем по международным правилам. То по Дальнему Востоку, то есть вот этот скалодромный комплекс, он будет топ-5 по России. Один из самых лучших, где можно будет проводить соревнования международного уровня. Уже через пару месяцев у якутян появится скалодром, соответствующий международным стандартам. Это позволит провести на высоком уровне не только 8-е международные игры «Дети Азии», но и последующие спортивные мероприятия. Его сборку планируется завершить до конца мая. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.